Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Межгорью. Руководитель региона уже побывал в местном физкультурно-оздоровительном комплексе и Центре культуры и досуга. Один из объектов рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Межгорью – очистные сооружения. Их запустили в эксплуатацию в 1991 году. Спустя 30 лет оборудование, к сожалению, не справляется с нагрузками. Владимир Владимирович объявил год экологии. Проблема заключается именно в биологической очистке. У нас данные очистные сооружения очищают именно по системе биологической очистки. Соответствует. А вот на химической очистке у нас нет таких возможностей, потому что данные очистные сооружения были спроектированы в 1985 году. И в настоящее время они не соответствуют требованиям экологической безопасности. И вот на что мы сетуем большую часть, Ради Фаридович, именно на строительство новых блоков очистки, именно на базе КНС-2. Да, мы выбрали место внизу, в черте города. То есть, чтобы не поднимать наверх, мы эти затраты бы сократили. В чем выгода будет? У нас там достаточно большая промышленная площадка будет. Она выгодна тем, что вся вода будет самотеком стекать. И не надо гонять, да? Подъема не надо будет. И у нас идет естественный контур-уклон, идет, получается, там у нас вдоль идет чистая река Кузилга. Мы ее вдоль этой реки с помощью специальных водоотводных каналов мы будем очищаем биологически. А по деньгам это вот эта сумма, да? Это ориентировочная сумма. Мы вообще... А вот мне просто любопытно, вот первый раз такое, 450 миллионов, но делать будете 10 лет, да? Нет, она строится в 3 этапа за 3 года. По 150 миллионов в год. Понятно. Да. Это срок окупаемости. Здесь 15 лет. Для предприятий. Да. А проекта нету, наверное, да? Мы отработали этот момент. Мы выходили на экспертный совет. Нас Андрей Геннадьевич там в свое время поддержал в марте месяце. Нам согласовали выделение в рамках РАИПа 20 миллионов рублей. На проектирование, да? На проектирование. Мы уже конкурсную с Министерством ЖКХ подготовили, готовы были объявляться, и в РАИП внесли изменения, и нас на 23-й год откинули. И нам бы хотя бы в этом году начать, 2 миллиона бы, если бы было, для того, чтобы что даст 2 миллиона? А мы в этом году начнем, хотя бы изыскательские работы проведем, в 22-м продолжим остаток финансирования, и уже на экспертизу в следующем году выйдем. Вот это острая проблема. Да, Это в плане ЖКХ это самая острая проблема. Да, то есть, если бы мы в этом году запустили проектирование, мы бы все нормально к концу следующего уже бы с экспертизой вышли. А вода как здесь, кстати? Если из крана пить можно? Можно. Нормально. Вода очень хорошая. Она в юго-западном у нас чуть побольше жесткости. В этом Межгорье центральном жесткость намного мягче вода. И она достаточно очень качественная. То есть у нас есть даже на базе очистных сооружений есть лабораторная экспертиза аккредитованная, которая именно проверяет качество воды. Она очень хорошая. Мы даже некоторый раз даже за счет того, что у нас закрытое административно-территориальное образование, к нам обращались некоторые, скажем так, коммерческие деятели, которые хотели бы разливать нашу воду. Да, вода хорошая, но, к сожалению, пока это не разрешается. Хорошо. Тогда в вашем докладе поднимайте вопрос, а мы там на месте принимать решение будем. Понятно? Все. Спасибо. Толковый доклад. Спасибо. В Межгорье недавно благоустроили сквер на улице Советской в центральном микрорайоне. Работы здесь вели в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды «Затон Межгорье Республики Башкортостан». Объект подрядчик сдал, но с большими нарушениями. Вот он в таком виде по проекту. А вот это что будет? Вот это такие дорожки нам по проекту. Ну, кому это нужно? То есть здесь... И вот это вместо мягкого покрытия? Это все вместо мягкого покрытия. То есть без газона. Так-то идея красивая, так-то неплохо все. Большой двор. Ну и вот этот подрядчик, который нам по гарантии, видите, светильников до сих пор как он нам фамилия? не привез. Фамилия известна? У меня есть там, но мы его не видели никогда. И что он привез? Вот светильники, видите, отсутствуют. То есть их до сих пор они не установили. Там шары освещения они до сих пор не поставили. Вот так затягивают. А вы с ним уже все закрыли, взаимоотношения с тем жуликом? По контракту мы с ним закрыли. Закрыли. Да. То есть вы ему не заплатили? Нет, он контракт выполнил. А как выполнил? А это уже потом по гарантиям, когда начали с ним. То есть то, что начали вроде бы запускать, тут не горит, там все, мы начали по гарантии выходить. Вот мы по гарантии ничего вообще не делаем. А в суд подали? Вот в суд мы сейчас выходим. То есть мы последний срок ему 20 сентября поставили. Если ничего не делает, а он, соответственно, ничего не делает, мы уже идем тогда судиться. А сам директора мы никогда не видели, никого. Приезжают люди, которые работают просто. И они еще это... И те же люди, фирма другая уже,
приходит директор, вроде как другое название, а сами люди, представители, все рабочие, все те же делают новый сквер, делают дворик. Хорошо. Вот эти дворы дальше, если денег дадим, куда будете? Туда делать, да? Нет, у нас туда. У нас есть. Почему нет туда? А там, когда формировали план, порядок очередности формировали по тому, как люди приносили протокол. То есть вот туда хотите двигаться? Да, а потом? Там потом мы на другие улицы переходим, в другой как бы. Просто так-то хорошо вот одну точку взять и от нее идти, и тогда сразу. Люди начинают, вот мы сейчас, получается, согласно этого вот такого плана составленного, большая часть вот как раз на улицу Советскую пришла, люди начинают в других частях обижаться, что все на Советскую, что туда ничего не вкладываем. Ну вот через дорогу, там дворы прошлого года и двор этого года. Понятно, ага. Рафич, а вот покрытие, на которое вы обратили внимание? Вот это вот пример безобразной истории, что выбрали непорядочного подрядчика. Это вот все недоделанное осталось. И по гарантии сейчас зашли в суды. Ну вот вовремя не проконтролировал наше министерство ЖКХ, этим должно заниматься. Сегодня мы обсудим тоже историю. Спасибо. Еще один важный объект для жителей Межгорья – стадион «Строитель». Это центр спортивной жизни города. Ежедневно на стадионе «Строитель» тренируются спортсмены, занимаются физкультурой жители разных возрастов и достаточно часто проводят соревнования различного уровня. То есть мы и День города здесь проводим, и все. А это не попало в сферу вот, конкурса? Нет, это не попало до него только. Вот давайте, если позволите, отсюда начнем. Я немножко издалека начну. Вот сам стадион, но у нас есть проект лыжероллерной трассы. Это вот там в лесу. То есть мы в первую очередь построили за счет средств местного бюджета. Сейчас мы заканчиваем проектирование второй очереди. Но пока денег у нас тоже нет. И она как бы идет в связке со стадионом. То есть здесь стартовый... Со стадиона и выехал, да? Довольно-таки вообще приличная очень трасса получилась. А в лес заходит? В лес заходит? Она по лесу именно по лесу. идет. А освещенная, нет? Она освещенная. Это проект только? Нет. В первую очередь уже построена. А что в первую очередь? И освещена. Ну, то есть я сейчас могу взять роллеры и проехать. Да, там у нас катаются, тренируются. То есть вот это в первую очередь, она готова. Вот это вторая очередь и соединение ее со стадионом. И поэтому мы бы и хотели в комплексе. Раз уж мы это доделаем, соответственно, и стадион в порядок провести. У нас бы вообще хороший спортивный объект получился. Ну, вот как бы она, вот он. Вот стадион, и вот лыжероллерная трасса, она туда в лес уходит. И у нас вот это место, оно отведено по строительству быстровозводимого бассейна. Здесь, да? Да, вот здесь. И мы стоим в очереди, в РАИПе на 22 год, но там возникли проблемы. Когда проект сделали, он не требовал прохождения экспертизы. Сейчас изменения градостроительный кодекс внесли, нужна экспертиза. Речь идет об этом, да? Вот это вам. Это мы, как бы это мы хотим то, что увидеть, да, приблизительно картину. Деньги Это считали, вот нет? сейчас. Ну, на проектирование нам где-то порядка 5-6 миллионов надо. Придется миллионов за 70. За 70 уйдет. За 70 уйдет, А это это точно. открытый хоккейный. Это ледовый каток. Да, ну это наши спортсмены попросили обозначить, что если мы его вот таким покрытием обеспечим на лето, то они круглогодично там тренироваться. Да. Ну, посчитали, вот они где-то порядка 2 миллионов там у них цена. Да. Это вот тоже мы за счет своих средств вот эти две площадки сделали. Ну, здесь люди занимаются аэробикой, там еще какие-то моменты. Ну, вот это останется? То есть, вот, Это останется, соответственно. А вот это что там впереди? Школа, да? Это что? Это здание. Здесь МУП располагается, ну, офисное, можно сказать, такое. А вот они где переодевались? А вот у них там на первом этаже детская спортивная школа, отделение, да, лыжная база. Сабантуй типа здесь проходит? Или Мы Сабантуй не проводим. А почему? У нас нет Сабантуй. Почему? Ну, у нас он как-то не востребован Сабантуй. Ну, надо проводить. Нас всегда вычеркивают из этого списка. Нет, надо, мне кажется, проводить. Сделать? Возражений нет от жителей же. вообще Это же никаких. праздник просто. Сабантуй это праздник. Вот здесь справа эта площадка. Ну, готова. все, да, В прошлом году была выделена, вот мы ее сейчас... Вон там вы ее сделали. Да, это через Минспорт, Ну да, которые это, были. Это известная проблема. Вот. Ну, то есть, ну, видите, состояние, да, какое? Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, ребят. Нужен объект вообще крайне важен. Добрый день, Владимир Борисович. Олег Мартиросян, председатель спорткомитета города Межгорья. Вот глава говорит, надо делать стадион. Да, вот хотелось бы. Пользуется, да? Вот, это наш, как сказать, центр притяжения города. Здесь не А только зимой спорт. что-то здесь... Здесь у нас же лыжные гонки, старт отсюда все проходит. отсюда идет. Конечно. И вот эти все площадки, которые
Буквально вот эти все. Они зимой у нас очищаются и тоже используются для... А лыжи-роллер откуда вы скачали? Лыжероллеры вот отсюда выход. Она вон там в лесу. Вот выход, и она направо, уходит если в лес. посмотреть. И все пошел. И все пошел туда, И да. там уже у вас и освещение. Там все, я освещаю. Там все абсолютно. Она асфальтирована. Она асфальтирована 1600 метров. А когда проходят лыжные соревнования, у нас еще там мост через речку есть. У нас 5 километров ровно дистанция. Буквально вот... 5 километров тоже освещено. Нет, 5 Нет, километров не это- освещено, это 1600 уже освещено, да. просто- То есть вечерком я могу пойти, да? Включается, как только освещение вечереет, автоматически срабатывает это. Она единственное, что мы ее выключаем не автоматически, а выключаем, то есть в 11 часов вечера обычно или в 10, или пол 11 освещение А секция включается. лыжная есть у вас, О, да? конечно. Сильная, да? Секции, да, чуть-чуть ослабла после уезда Валерия Иванова, который воспитал вот Вилухину, Бабчина, Буртасова, вот всех вот эту плеяду нашу. Но в этом году вот приняли совсем молодую, его уже воспитанницу, мастера спорта, вот, Дашу. вот. А здесь вы хотите сделать, получается, Здесь навес, конечно, козырек, да, да? хотелось бы И так. внизу там, наверное, какие-то помещения. нет? Помещение у нас все есть, вот вам не двухэтажное здание, которое пристрой, это все отдано под спорт. Пацанам где переодеться? Все там. Все там, и Да, душевые и душевые, и раздевалки, и тренажерный зал. И наверху даже комнаты у нас приезжают, которые команды на сборы. Наверху 20 мест для Это под образования. меня столько выгнали? Или Нет, действительно? это тренировка. Я еще и на 0,5 ставки работаю тренером. Это вот, кстати, у нас команда победитель республиканского соревнования. Мы участвовали и в Ессентуках были, и в Нижнем Новгороде, вот буквально недавно. Вот они. А нет, это тренировка. И у нас выборы же. И у нас 2 спортзала. мы вас выгнали И 2 со школы. спортзала находятся в этом. И вот поэтому тренировочный процесс здесь проходит. И здесь как раз вот волейбольная секция, это футбол другая, а это лыжники у нас. Вот как раз вот это лыжники. Ладно, понятно. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Пока, ребят. До свидания. До свидания. Радик Ильич, такое ощущение, что здесь жизнь остановилась в плане благоустройства, в плане достижений двигается. В принципе, аккуратно поддерживают чистоту, порядок. Понятно, сюда надо усилить наши программы все. Вот. Потому что сейчас все-таки у жителей, у всех немножко требования повыше. Они видят, какие появляются дворы, парки, Но мы им скверы, даем да. такую возможность. Да, это очень Ученик. хорошо. И спортивный блок, видите, сколько детей занимается. А вообще эти все стадионы городские, которые в республике есть, мы сейчас вот в моменте ремонтируем Нефтекамск, Кумертау, значит, прошли Ишимбай, отремонтировали Белорецк. Это большие деньги, и вот в Межгорье тоже сюда точно надо заходить и делать. Они же все давно были сделаны. А не будет программы у нас по спортивным объектам? Нет, такой программы специально надо. Мы просто точечно заходим, мы видим, где. Вот в Кумертау, помните, мы съездили 2 года назад. Вот там сейчас на 400 миллионов большие работы ведутся. Ого. Мы закончим в следующем году только. Поэтому сюда тоже зайдем в следующем году. Я думаю, закончим. На заседании правительства? Так точно. Спасибо, удачи. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня приняли такое решение. Члены правительства работаем в Межгорье. Вопросов у нас достаточно много. Это было мое предложение, чтобы сюда приехали члены правительства, на месте посмотрели каждый в пределах своей компетенции и посмотрели, потому что Межгорье находится в Республике Башкортостан. Да, это особый статус, это административно-территориальное, закрытое административно-территориальное образование. Здесь живут наши люди, вопросов здесь скапливается также много, и на эти вопросы люди хотели бы получить ответы. И мы должны четко, каждый в пределах своей компетенции, сделать так, чтобы людям здесь жилось комфортно. А люди, чтобы здесь жили комфортно, это комфортная городская среда, это хорошее качество жилищно-коммунальных услуг, это дороги, это образование, это медицинское обеспечение. Вот эти все вопросы людей в первую очередь волнуют. Поэтому именно об этом я предлагаю с вами сегодня поговорить. Вячеслав Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Радик Фаритович, члены президиума. Мы рады приветствовать вас в Межгорье, самом молодом городе республики. В этом году ему исполнилось 26 лет. Нужно отметить, что город Межгорье необычен по многим факторам. Во-первых, это город закрытый, из-за чего действует особый режим функционирования. Во-вторых, город разделен на 2 микрорайона, центральный и юго-западный, которые удалены друг от друга на расстоянии 33 километра. И проблемы, которые легко решаемы для обычного города, от нас требуют непростых решений. Я предлагаю начать с жилищно-коммунального хозяйства.
Значит, Алан Викторович, вы там в ситуацию с очистными вникли, нет? Да, Можете доложить? Вот давайте разберем очистные, так? Да, Ради Фаридович, я тогда доложу своими словами. Проблема в том, что очистные здесь находятся на уровне 190 метров от уровня потребителя. И, естественно, 6 КНС качают постоянно водоотведение. И тарифы, глава их уже озвучивал, 104 канализация, 54 у них вода. Естественно, у них как тарифы априори не могут быть канализационные требования. Они не могут на самоокупание, на самоокупаемость быть. Поэтому я считаю, что просьбу главы надо удовлетворить. И на деньги в размере 2 миллиона 600 тысяч все-таки часть хотя бы выделить в этом году, а часть уже на следующий год, чтобы мы хотя бы уже пиры закончили. Я правильно понимаю, Вячеслав Юрьевич, что это для вас вот именно критическое значение? Да, очистные – это стратегический вопрос. Это самое чаще. Тогда В сфере ЖКХ давайте это так, самое по ней фиксируем, что в этом году, подчеркиваю, вот у них там предложение 2 миллиона для того, чтобы они отконтрактовались. Подрядчика найдете, наверное, совместно, да? Алан Викторович? Найдете подрядчика на проектировать, чтобы в этом году начали проектировать, в следующий год вы будете проектировать, а потом, получается, с горизонтом 23-й год зайти на, соответственно, работу. Так? Да, да. Ну, хорошо. Хорошо, по этой части мы договорились, более-менее понятно. Виктор Михайлович, дороги и транспорт. Вот смотрите, что жители говорят, я пообщался с ними. Начнем с транспорта. Для них все-таки жизненно важно две вещи. Это соединение, соответственно, юго-западной и центральной части Межгорья. У них, как, насколько я понял, Вячеслав Юрьевич говорит, что есть какой-то коммерческий, или не хочет идти коммерческий перевозчик. Он есть, заканчивается срок действия конкурса. Мы сейчас новый конкурс объявляем, заходите. Значит, он это уже не первая хочет, история. невыгодно. Причем жители как говорят? Понятно, они добираются кто как. Они добираются кто на попутках, кто там на личном транспорте. Значит, есть ли видение решения, это нужно или нет? Например, сделать, чтобы, условно говоря, в понедельник маленький микроавтобус проехал с юго-западной, привез центральный, вечером увез, например. Нужно это или не нужно? Он есть. Мы даже запускали свой муниципальный. То есть, вот я еще раз повторюсь, основной вопрос в цене. 75 рублей стоит участника билет в одну сторону. То есть, человек приехать из центрального в юго-западный, наоборот, 150 рублей тратит. Вот. Мы запускали там льготный свой муниципальный. Он сейчас ездит, мы по 35 его делали. Но мы свой МУП опять загоняем в убытки как бы этим. Людей устраивает, но мы МУП сажаем. 35 рублей для них нормально, 75 нет. Больше вопрос в этом. Не в том, что не на чем доехать. Я не думаю, что большой транспорт дешевле будет, просто на 70 Да, рублей да. тоже тут единственная только дотация. Он не так сильно будет востребован. Ну, не такая масса людей Смотрите, едет. давайте так. Я же тут, может быть, неделю пожил, сам бы поездил, более тонко понимал. Вячеслав Юрьевич, вы сформируете ваше видение транспортное, чтобы мы все-таки самые необходимые нужды, которые в Межгорье есть, мы решали сейчас. Так? Да, согласен. Хорошо, переходим к дорогам. Значит, что я попрошу? Значит, принято решение, как я понял, и согласовано в Минтрансе о том, что дорогу от трассы, От да, Межгорья Центрального, от КП до конца юго-западного. вы передаете на баланс ВДХ. Да, вот согласно вашему поручению прошлогоднего, да, сейчас идет работа. К сожалению, она затянулась. Мы хотели еще весной принять, но тут появился кусочек именно земли, который попадает под заповедник. И в Межгорье долго согласовал в федеральных властях. Сейчас вроде согласовали, они должны найти в этом Скажите, месяце. когда этот вопрос будет решен, чтобы он мог планировать свои расходы? Ну, значит, это все зависит от них, потому что они сейчас должны, совет у них принять постановление, решение о том, что передать из муниципальной в нашу республиканскую собственность и подать Представители документы. совета есть кто-нибудь у вас на заседании участвует? Здесь нет, но 21-го будет Да. первый совет. Мы на этот совет с этим вопросом выходим Давайте так. и принимаем. Тогда я вас попрошу, до конца года этот вопрос должен быть решен. Вопрос не на контроль. Да. Ответственный здесь совет. Мы тогда совет тоже будем спрашивать, в чем там дело. Договорились? Так? Я думаю, мы утвердим, да, хорошо. Хорошо, до конца года, значит, Да. передаете на баланс, содержание будете сами и так далее. Да, Теперь, значит, наша программа на отсыпку 10 миллионов мы им даем? В этом году нет, потому что в этом году, в те годы давали, в этом году только району дали. На сходить только на району. А вам она нужна? Отсыпка, да, нужна. Отсыпка, говорят, нужна. Но как раз вы ее можете пустить и на какие-то там заплатки, правильно? Ну, можно будет перераспределить, да. В прошлом году Когда будет, мы обязательно будем. Давайте тогда предусматривать. отфиксируем. На 22 год Межгорье все-таки не осталось без этих 10 миллионов. Они главам очень нужны.
Виктор Михайлович? Понял. Хорошо. Отфиксировали. Так, идем дальше. Теперь, значит, Амина Евгеньевна, по культуре. Значит, давайте сразу просто по делу. Значит, я сам посмотрел, нормально. Вот этот ДК, я так понимаю, более-менее в приличном состоянии. Так? Здесь, да. Да. Я был вот в Стерлитамаке, вот сразу говорю, в Стерлитамаке гораздо более плохое впечатление тот ДК, и тем ДК Стерлитамакским надо заниматься. То есть здесь мы сюда не лезем. То есть большая проблема, тот культурный центр, который находится... Юго-западном. Межгорье юго-западном. Да, Ради Фаридович, здесь тоже ремонт нужен, вот, причем очень срочно, вот, протекает крыша, и там вот прям в зале все подтеки, и уже кресла все мокрые, и оборудование портится. Это здесь. Это вот прям срочно, это уже вот, ну... Хорошо, давайте так. Сегодня. Что можете предложить, и как мы вот построим, чтобы в следующем году мы зашли? Что нужно и что мы можем? Ну, сейчас нужно вот в первую очередь здесь крышу сделать, готовить ПСД, наверное, на оба здания в любом случае, потому что оборудование в обоих зданиях это прошлого века. Значит, давайте сделаем так. Вот Наталья Владимировна здесь сидит, значит, Амина Евгеньевна, вы тогда проведите переговоры с главой, определитесь примерно, какие первички. Растянем это удовольствие на 2 года. Я имею в виду вот тот на юго-западный. Да-да. Там можно как сделать? Сами примите правильное решение. Там есть работы внешние, то есть фасад, Да, так, фасад. и утепление где-то. Есть внутренние. Возьмите на следующий год условно внутренние, а фасад, наверное, там, как Оставим правило, на так делается. 23. Вот на 2. С Натальей Владимировной там, с Минфином проговорите, какая Хорошо. сумма. Там сумма, в принципе, ну, мы Подъемная, потянем ее. да, Подъемная, да, суммы надо сделать. Может быть, там с оборудованием, если там дорого будет, потому что я смотрел оборудование там на 10 миллионов сразу. Может, пока мы, вот видите, каждый миллион считаем, что ж поделаешь, пока так сложно все. Вот, но в ремонт надо заходить туда. Хорошо. Договорились? Так, теперь идем дальше. По спорту. Так, Руслан Тагирович, Игорь Кавлевич, значит, по спорту. Ну, мы посмотрели. Ну, первое, что я сам предложил, здесь территория сложная. Вот особый режим, и возникают вот вопросы, связанные люди с недоверием, могут там особый режим. Тренера здесь нужны. Значит, я готов выделить, это как мое поручение, Илшат Азаматович, там 2-3, посмотрите, значит, сельского тренера. А эта же территория попадает под программу, да? Если не попадает, то и нет. Ради Фаридович, да, попадает полностью. Хорошо, все, вот сделайте, Илшат Азаматович, отработайте. Понимаете, да? Да. Это 600 тысяч рублей, которые вполне будут уместны для тех тренеров, которые здесь работают. Тут спорт, я так вижу, тоже. С этим нормально. Теперь по стадиону. Прикидки какие-то были или нет? Мы Руслан Тагирович, да, на эту тему Руслан Тагирович, стадион не прикидывали по деньгам, что у них там он стоит? Ради Фаридович, есть такое предложение по объему финансирования, пока доложить не готов. Мы сейчас прорабатываем с муниципалитетом. Но вот по вашему поручению мы отрабатываем программу реновации наших стадионов. На сегодняшний день порядка 115 уже у нас таких объектов включены в наш общий перечень. Предварительный объем финансирования около 2 миллиардов рублей. Предлагаем в первый этап вот как раз Межгорье стадион включить. По объему финансирования доложим, но я думаю, в течение 20 дней. По спорту что у нас еще? Остальное все, стадион, бассейн, оно все сидят. Таких обеспечивают на сегодняшний день составляет 52%, республиканское значение 71, у них на сегодняшний день 43 спортивных объекта, там 12 спортзалов, 17 плоскостных. Вот буквально открылся в 2018 году ФОК. Ну, я был там. Ага. Значит, Вячеслав Ильич, все по спорту? Ну, если вот в крытом катке есть возможность сделать покрытие давайте для сделаем круглогодичного. Если это действительно нужно, там 1 800 рублей надо им предоставить. Да, искусственный газон. Искусственный газон. Вы это сделаете, так? Да. Хорошо. Значит, мы транспорт посмотрели, по культуре вопросы сняли, по спорту снимаем вопрос? Да. Все понятно. Так. И вопрос малый и средний бизнес. Смотрите, я вот как попрошу. Вот глава сказал фразу, я прям даже записал. Особый статус является фактором, который снижает деловую активность. По Межгорью, подчеркиваю, с учетом этого статуса. У нас везде проблемы есть в этой части. Но с учетом этого статуса я прошу Госкомитет отработать более предметно, более широко в этой связи. Понятно, да? Да, вот еще я что попросил? Я администрацию свою попросил. Я Вячеслава Юрьевича спросил, я говорю, слушайте, вы Сабантуй где проходит? Он говорит, Межгорье Сабантуй не проходит. Но это неправильно. Надо, чтобы Сабантуй проходил.
Это праздник, я же не работать заставляю. Вас буду заставляю работать, а людей отдыхать я прошу. Поэтому Аминаевне надо помочь методически, если что нужно. Пусть они площадкой определят, закладывают эту традицию. Мы в Башкортостане живем, у нас в каждом муниципалитете весной, значит, у нас и в Уфе проводится. Ну, это может, вы назовите, там, ко дню города это привязывается или что. В общем, Сабантуй должен быть с элементами, соответственно, национальной нашей краски, национальных, культурных и так далее и тому подобное. Договорились? Да, будем проводить. Чтобы это было. Это прямо в поручении соответствующим образом должно быть. Все остальное, какую-то конгрессную, культурную деятельность сложно, у вас особый статус. Но мне кажется, если мы вот эти проблемы, которые сделаем, они так, настроение-то здесь у людей будет получше, правильно? Да, совершенно верно. Так, ну что, уважаемые коллеги, ну что, я хотел просто, что в завершении сказать. Интересная судьба у этой территории, у этого города. Здесь очень интересные люди работают. Очень и родина очень у многих разная, потому что в момент строительства здесь собирали со всей страны ведущих строителей. Вот. Особый статус, подчеркиваю, мы стратегию и не будем в эту стратегию лезть, но люди ждут от нас решения сегодня. Удивительной красоты место, поэтому я главу города тоже прошу поддерживать здесь порядок, потому что я вот сегодня с жителями говорил, у них определенные были. Кстати, по ТКО у вас все нормально здесь? Ну, не совсем. Вы же не входите в нашу не совсем, систему. да. Когда мы мимо проезжали, там упустил момент полигон показать. У нас Дюльтили-Миллиотстрой здесь обслуживает. Там, конечно, смена руководства, у нас немножко отношения с ними в лучшую сторону поменялись, но работают они, конечно, не очень. То есть у нас не такая большая территория, 2 единицы техники всего работают, которые постоянно ломаются. Урал Салаватовичу поручение разобраться там с этим. Понятно, мы там с этим Дюльтили-Миллиотстроем там разбираемся, сколько они у нас существуют, столько и разбираемся. Значит, усильте вот эту четкую формулировку, что вас волнует. Да, хорошо. Так, хорошо. У меня вопросов нету. Тогда просьба, давайте отфиксируем. 10 октября мне представьте, пожалуйста, программу, вот, чтобы она, подчеркиваю, была завизирована всеми. И я ее подпишу. Так, ну что, пожелаем городу Межгорья успехов, жителям благополучия. И просто у меня какая просьба, Вячеслав Юрьевич? У вас же есть средства массовой информации. До людей доведите. Во-первых, чтобы люди понимали, что без внимания мы их не будем оставлять. И предыдущие годы потихонечку всегда помогали. И республика никогда не была там в шаге от вас. Поэтому здесь еще больше мы усилим эту работу. И завершая, вакцинация. Максим Васильевич, что вакцинация у них здесь? Вакцинация здесь идет низкими темпами, 37% вакцинировано. Это очень низкий темп. В остатке 1200 доз вакцины сейчас есть. Мы здесь вакцину выдаем. Вот дорожную карту, пусть усилит работу по вакцинации. Ладно? Никуда мы от этого не денемся, вакцинация занимается. Вот это уже ваша работа. Да, договорились? Да. Все, коллеги, всем огромное спасибо, что приехали. Спасибо. Можно тоже? Да. Бегите домой, а то замерзло. Рафик Фридович, по итогам заседания правительства Республики Башкортостан здесь, в Межгорье, какие будут предприняты меры? Здесь примерно, знаете, как вот помните, мы ездили в Приютово, да. И мы переживали за Белорецк тоже, там есть немножко. Вот определенные переживания по Межгорью, тут где-то чуть больше внимания, что ли, им уделить, поэтому будет дорожная карта, где мы определим задачи каждого министерства по развитию территории Межгорья. Ну, тут в основном очень простые. Это ЖКХ, это дороги, то есть вся социалка, да. Вот. Все-таки судьба Межгорья зависит в будущем от стратегии дальнейшего развития. Я подчеркиваю, что это уже мы там не будем гадать, как это будет, но нам нужно делать уже сейчас, потому что люди живут здесь и сейчас. Вот. Я думаю, что вот те меры, которые мы приняли, они вполне подъемны для нашего бюджета. Вот поэтому вот уже ощутимо, вот уже весной, когда начнутся работы, мы увеличили и на дворы, и увеличили и подъезды ремонт, дадим на дороги, отремонтируем ДК, которые они просили в одной из частей. То есть тут довольно большой объем, на самом деле, вещей. А вот что, до этого не работали? Работали зачем? Город-то, так я не скажу, что уж выдашь. Город содержится хорошо, люди живут, радуются. Где-то, как и в любом городе, есть проблемы. Здесь некоторые проблемы гораздо меньше, чем в других городах. Поэтому мы справедливо должны ресурсы распределять. Спасибо.